Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас, дорогие зрители, гости канала. Огромное вам спасибо за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за вашу подписку, за ваши донаты. Мои милые, тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Что ждет вас в ближайшие дни? Загадайте, пожалуйста, на себя. И давайте будем смотреть. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Итак, что же ждет вас в ближайшие дни? Что ждет? Очень много вышло каких-то дорог, каких-то разговоров и знакомства. Вот. Это 3 основных тезиса ближайших ваших дней. Смотрите, мои дорогие, начну по порядку. Тут у вас выходит такая маленькая дилемма, что делать, как поступить, вперед-назад. Да, вот у нас краб вышел, видите, какой вот его тельце, вот его лапки. Краб у нас существо пугливое, да, и всегда вот передвигается боком, да, боком. То есть как будто бы не может выбрать себе направление, куда же идти и что же делать. Будьте аккуратны, потому что здесь лучше, конечно, сделать, ошибиться, да, и потом все исправить, чем сожалеть о том, что я не сделал, о том, что упустила какую-то возможность. Вот поверьте, все, что будет происходить, все делайте, все исполняйте, все принимайте. Все можно исправить, но если упустите время, назад уже не вернешь. Помните об этом. Даже если вам где-то в чем-то будет сложно и трудно, все равно, как умеете, как можете, делайте, соглашайтесь, принимайте. Но это мой адвайс вам, да, и это совет, который дает вам песок. То есть подумайте об этом. Я, конечно, никого не призываю там 100% все там делать, исполнять, но вы и сами почувствуете. У вас будет какая-то непреодолимая тяга к чему-то новому, необычному, попробовать себя, может быть, какой-то челлендж себе бросить, да, а смогу, не смогу, получится, не получится. Здесь очень важно верить в себя и действовать на опережение, всегда смотрите, идти вперед. Тут еще момент такой, да, что вот кто-то вам как будто бы под руку что-то говорит, да, сбивает вас с истинного пути. Может быть, даже не один человек. Вот таким знатокам и умельцам, да, диванным бойцам дайте бой. Потому что эти люди, они сами по себе ничтожны, да, и еще пытаются, чтобы и другие же, да, жили по такому же примеру, по такому же лекалу. Поэтому не бойтесь показаться грубым человеком, да. Если надо, конечно, грубость проявить, но не позволяйте, чтобы вами кто-то помыкал, либо кто-то уже взял на себя такую наглость, да, выдавать вам советы. И не важно, кто этот человек. Единственное, что очень важно, особенно для мужчин, это слушать свою женщину. А для женщин очень важно понимать, что ее решения, ее мысли, ее посылы, они распространяются не только на нее саму, но и на мужчину, который с ней рядом. Вот. Да, прежде чем что-то решить, сделать, сказать, просто несколько раз подумайте. Вы ответственны не только за свою жизнь, но и за жизнь своего, например, любимого человека, детей, да, родителей. Вот, потому что все взоры на вас, все на вас смотрят и все вас слушают. Кто у меня в любви, в отношениях? Просто прекрасно. Смотрите. Время каких-то вот добрых начинаний, каких-то добрых, может быть, планов на вашу семью, на ваше будущее. Кто-то, может быть, узнает о зачатии, либо кто-то разговор такой, да, в семье проведет, что как хорошо бы нам ребеночка завести, да, либо 2-го, там, 3-го, 5-го, да, вот какой-то добрый разговор будет между мужем и женой. И смотрите, как интересно, да, вот вы в сердце, вы пара, и вот ангел, видите, как крылышки расставил над вами. То есть очень благодатное время ждет. Если у вас есть какие-то проблемки, какие-то нерешенные вопросы с вашим партнером, замечательно, воспользуйтесь ситуацией, чтобы все по-доброму, по-хорошему порешать.
У кого-то это время отыграется как время схождения, да, соединения в пару, в любовь, в чувства. Здесь могут быть какие-то невероятные романтичные свидания, признание в любви, в чувствах. И не обязательно физически, может быть даже через связь, да, в интернете вы будете с друг другом часами говорить, не будете чувствовать ни усталости, ни какого-то дискомфорта. То есть будет казаться, что вы вот единое целое и дышите в унисон. Понимаете, вот кто вот в романтике, кто в отношениях в любви, просто замечательно. А у кого-то отыграется как желание наконец-таки выйти из той зоны, в которой вы находитесь, зоны, может быть, и комфортной в чем-то для вас, но все-таки одинокой. Вот желание, либо даже настроение такое, да, хочу любить, хочу быть в паре, хочу, чтобы у меня был мой человек для души, для сердца, пообщаться, пообниматься, да, то есть нежности захочется. Многие начнут знакомиться, вернее, в интернете, может быть, через кого-то будут знакомства. В любом случае, я вижу, что, может быть, кандидаты будут и не суперские, да, не аховые, но, тем не менее, все равно будет приятно. Вот этот момент живого общения, он, понимаете, он такой целебный идет. И все эти дни, они пропитаны вот ароматом любви, да, романтикой пропитаны. Так, здесь еще важный момент. Кто-то выйдет из-под чего-то очень жуткого влияния. Здесь, смотрите, человек такой высокий, да, и он манипулирует несколькими людьми, либо несколькими обстоятельствами, несколькими делами. Вот, один из участников — это вы. И вы в роли вот этой куклы, да, марионетки. Вы поймете, что происходит. И здесь я вижу, что марионетка освобождается от этих пут, от этих вот веревок, да, за которые ее дергали. Вы не обижайтесь, что я вас так называю, но говорю, как вижу. Мне просто так легче. Не всегда могу подобрать слова. И эти слова, они просто иногда из потока идут. Мне с этим сложно. В любом случае, я вижу, что вы обретаете свободу. Свободу от какого-то сильного человека, который вами манипулировал, управлял, диктовал вам свою волю. А может быть, кто-то обретет свободу от какой-то зависимости, да, вот прям, ну, зависимости тоже могут быть такими же сильными и большими. Например, вы там курили, либо кушали, да, вкусняшки много, либо вы, может быть, какой-то образ неправильной жизни вели. То есть вы находились в чем-то, вот в зависимости от чего-то, либо от кого-то. Несвободный человек, вот как будто бы в бочке сидели, да? Такой огромный мир, а вы в таком маленьком скованном пространстве. Это замечательно. Кто-то вот вообще на свободу вырвется, да, потому что вверху кораблик, видите? То есть отчалите от этой ситуации, от этого человека. Так, еще важный момент, связанный, скорее всего, с какими-то поездками. Поездки тут прям дороги открыты. Вот все дороги открыты. Единственное, что дороги в темное время суток, потому что такие запорошенные, или если вдруг в вашем регионе сейчас снег, либо выпадет, либо есть, вот эти дороги, они немножечко такие какие-то нервные, стрессовые. Но я не могу сказать, что здесь какие-то неприятности, просто вот понервничает человек, да, если там мороз сильный, да, человек будет думать, блин, заведется машина или нет, либо дорога скользкая, да, у вас там, например, на автомобиле летняя резина стоит. То есть вот этот момент тут вырисовался. Но в принципе, если даже темные дороги, да, возьмем дороги в темное время суток, тут вам нужно бояться, скорее всего, каких-то, ну тут человек, понимаете, человек, который как будто бы из-под земли вырастает. Да, тут может быть представители дорожно-постовой службы, да, может быть пешеходы, если вы автолюбитель, да, потому что темно, не видно. То есть, ну, тут нету катастроф, здесь просто идет какой-то стресс и, может быть, даже маленький испуг. Вот, поэтому будьте аккуратны. Что касается светлых дорог, то они все открыты, они все удачные, они все хороши. Особенно хорошо будет вам решать вопросы здоровья, образования и какие-то, вот знаете, государственные вопросы, связанные, может быть, с государственными учреждениями. Здесь вы, во-первых, как желанный гость идете в каждом таком учреждении. И второй момент, как-то вот быстро все будет. Да? Вот пришли, там,
заявили, что вам нужно, и вам там раз-два и все сделали. То есть без всякого стресса, без всякого переживания. Так, для тех, кто у меня с детками либо работает, либо постоянно находится с детками, будьте готовы к тому, что детки могут себя, ну, либо плохо чувствовать, да, то есть тут нужна будет какая-то повышенная забота, да, и как-то нужно поберечь своих деток. Но смотрите, если вы преподаватель в школе, то здесь вы столкнетесь с тем, что, например, там, ну, какая-то часть класса вышла на больничный, и вы будете думать и переживать о том, как же они бедненькие потом там догонят, восстановятся, да, как им тяжело будет в программу вписаться. Если вы мама, да, у которой детки там 1 или 2 ребеночка, да, то ребеночка может, ну, извините, приболеть, да, ну что тут лукавить, я просто это вижу. И нужно будет как бы больше времени уделять, заботиться, лечить, да, там, может быть, к педиатру обратиться, какие-то вот такие хлопоты. То есть опасности я здесь не вижу, но для любой мамы, вообще, в принципе, да, для женщин, когда детки болеют, это, ну, внутренняя драма, да, очень много переживаний происходит. А почему я вам это говорю? Во-первых, вы ни в чем не виноваты, кто там себя начнет винить, что там не досмотрела, ни то, ни сё. Тут какой-то, возможно, ну, летучий паразит, да, там вирус какой-то, да, вот случайно попал. Но от этого никто не застрахован. Здесь нету какой-то прям уже клиники страшной, да. Тут легкое какое-то вот заболевание, которое вот как быстренько начнется, так и быстренько пройдет. Поэтому зацикливаться, переживать, страдать, там, волосы на себе рвать, паниковать вообще не стоит. Так, еще важный момент, у кого запланирована встреча, ваша встреча, скорее всего, не состоится в тот период, который вы себе обозначили, либо на который вы договорились. Потому что я вижу, что не получится ни у вас, ни у того человека, с кем вы договаривались. Здесь, ну, переживать, расстраиваться не стоит, потому что все равно встреча будет. Но для вас это идет каким-то плюсом большим. Вот не для этого человека, а именно для вас. Вы то ли лучше подготовитесь, то ли вы будете в более лучшей форме. Может быть, вам эмоционально будет проще в следующий раз с этим человеком встретиться, поговорить, да, там, неважно, деловая это встреча, либо свидание. То есть встреча будет отменена, перенесена на более поздний срок. Это нормально, ничего тут фатового не случится. Просто ни вы, ни этот человек не сможет вовремя, да, в тот назначенный срок, ну, встретиться, да, прийти, поговорить. Не расстраивайтесь и не переживайте. Еще я вижу, что кто-то будет строить какие-то планы на какие-то встречи, поездки, может быть какие-то даже переезды. Я вам такой совет дам. Во-первых, вы мечтаете, вы представляете, это все замечательно, но есть какие-то бумажные камни, да, вот связанные именно с документами, какие-то справки, разрешения, там, не знаю, сертификаты, что-то вот связанное с документами. Это не деньги, это именно документы. Будьте аккуратны, потому что вы молодчинки, вы все просчитали, продумали. А вот самое главное, вот связано с этими документами, где будет основной у вас стоп, да, вы даже и не догадываетесь. Поэтому, планируя что-то, всегда начинайте с какой-то вот документальной части вашего планирования, либо вашего дела. Потому что здесь у вас вот прям какой-то минус идет, недочет, что-то вы не учли. Так, мои дорогие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.